Ну а сейчас поговорим о спорте, который достаточно молод, но среди молодых людей во всем мире пользуется большой популярностью благодаря своей экстремальности и красоте. Паркур. Лично у меня дух захватывает от тех трюков, которые вытворяют эти парни. Но смотреть на это можно бесконечно. You give me the rhythm, bitch, I don't need no beat. But I'ma go fucking crazy. Go ahead, let me off the leash. I'ma rip the sheets, I'ma make you scream. So hop on top, it's kinda strict for me. I'ma hit it from the back like a Tiffany. In my symphony, with no sympathy. You ain't in for me. You just wanna be a part of it when these fucking dudes make history like. The sun goes down, the stars come out, and your light comes basically I'm my universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. I'm glad you came. I'm glad you came. Let me feel you shake, chills running down your spine. See, baby. Для этих ребят нет границ, есть лишь препятствия, а любое препятствие, по их мнению, можно преодолеть. В нашей студии как раз один из таких ребят, Ян Чернецкий, руководитель школы паркура в Сыктывкаре. Ян, приветствуем тебя. Приветствую. Ян, расскажите, пожалуйста, о паркуре. Можно ли его назвать спортом? Спортом? Конечно, можно. Это как спортивная дисциплина и так же, как искусство. То есть это очень... Паркур – это не только спорт, не только искусство, это что-то между. То есть это даже в какой-то степени стиль жизни, да? Да, это образ жизни, образ мышления. А чем вот паркурщик отличается от обычного человека? Что в нем не так, скажем? А не так, что он именно больше использует свое тело. То есть он использует ее хоть не по максимуму, но как можно больше. А давайте вот поговорим конкретно о вас. С чего началась ваша любовь к паркуру? Моя любовь к паркуру началась, это когда мы в детстве бегали в салки по грибам. И я увидел парня, который делает заднее сальто с крыши. И тогда у меня в голове словно такое в замедленном виде все. Я такой, вау, сальто. В итоге мы с ним познакомились и очень крепко задружились. Дружили, тренировались вместе. Когда уже вот начал серьезно заниматься, когда уже понял, что все, паркур это мое, и я этим буду заниматься вот уже постоянно? Ну, это где-то в 2008 году было. А до этого каким-то спортом занимался? Да, параллельно занятия паркуром и до паркура. Я занимался карате в школьные годы и также танцами еще, эстрадными. В общем, все пригодилось. Да, эстрадные танцы, да, такой коктейль. Сейчас много у нас желающих заниматься паркуром. Вообще вот в Республике Коми, по России, понятно, вроде бы как есть такой интерес. В Республике у ребят есть интерес этим заниматься? Да, интерес есть и очень большой интерес есть, особенно у маленьких детей. Когда они видят трюки различные, мы также в студенческие годы ездили по школам, выступали. И когда они видели на сцене трюки, они очень прям вау, а детям можно научиться, куда идти нужно. Также сейчас интересуются более возрастные люди. Вот какого примерно возраста? Так, 30 лет, за 30 лет. Ничего себе. Да, и девушки, и мужчины есть. Даже девчонки есть? Девочки приходят? Да. Девушка приходила и спрашивает, могу ли я в свои годы чему-то научиться. Ну, а вообще, насколько экстремальный вид спорта, и вот люди, которые до этого, ну, пусть чем-то занимались, вот, могут ли они действительно подключиться к этому движению и какие-то свои возможности показать? Да, конечно, паркур же это все на все. В первую очередь это развитие своих физических качеств. И в любом возрасте можно начать им заниматься. То есть главное с головой это подходить. И в этом экстрима я не вижу. То есть если ты не знаешь, на какой свет дорогу переходить, то это тоже является экстримом. Ну, получается, вы все равно контролируете какие-то... Да, конечно. Если все с толком, грамотно подходить к тренировкам, то это только в пользу, в плюс здоровью. А вы расскажите, пожалуйста, про свой самый опасный трюк. Свой самый опасный трюк? Да. Ну, это когда еще в детстве, наверное, было. Мы бегали по крышам, и где-то у нас был такой вот заброшенный завод цементный в Нижнепогодском районе. И там высота где-то 3-го этажа есть. Вот мы разбегались и прыгали в такую опилочную кучку. Интересно, что если родители сейчас слышат? Конечно, тогда я мало думал о последствиях. Ну да, мы мало о чем думаем. Ты участвовал в шоу «Русский ниндзя», по-моему, да ведь? Да. И, по-моему, сейчас прошел кастинг на новое шоу, да? Да, я сейчас ездил в Москву, проходил кастинг. Там был кастинг из 3 этапов. Дошел до крайнего 3-го этапа. Вот. И
Итоги будут подводиться в сентябре месяце. Жду звонка, тренируюсь, готовлюсь к соревнованиям. Возможно, мы кого-то увидим скоро на первом. Возможно, да. Какие бы вы советы могли дать начинающим паркурщикам, если можно так сказать? Начинающим трейсерам совет подходить все с головой. То есть не бросаться из крайности в крайность. Увидели трюк, сразу побежали его делать. То есть если нет возможности, нет, например, школы паркура, да, или не у кого спросить, сейчас есть интернет, можно посмотреть обучающие видео. Посмотрели, изучили, подготовили свое тело, также в профизоне не забываем. Руки, ноги подкачали, растянулись. В общем, перед трюком любым надо Да, тем более сейчас у нас есть батутный зал, также могут к нам приходить. Сейчас мы будем проводить семинары различные по паркуру. Ну, вот, то есть, ВКонтакте, да, у вас постоянно. Мы летом проводились, я помню. В июне, да, проводили семинар. То есть обращаться к тем, кто этим уже занимается, более опытным. Мы всегда поделимся информацией, научим. Ян, мы желаем, чтобы ты все-таки действительно засветил республику на центральных каналах. И пусть ребята действительно занимаются, приходят к вам тоже, занимаются действительно с головой и радуют всех нас и на праздниках, и просто так. Но самое главное, поддерживать себя в хорошей спортивной форме. Да. Спасибо большое. Спасибо. Главное, в удовольствие. И чтобы закрыть экстремальную тему на сегодня, посмотрим, как можно прыгнуть с высоты 4 километров и хапнуть адреналинчика.